Передаем экстренное сообщение. В ночь с 13 на 14 августа механизированный батальон грузинской армии в количестве 1000 человек на 5 танках, вертолете с 10 пушками пересекли границу Грузии и вошли на территорию Абхазии. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. Дорогие зрители, приветствуем вас в столь скорбный день. Для всего народа Абхазии 14 августа является днем траура. Это день, когда началась кровопролитная война. 14 августа 1992 года госсоветы Грузии вторглись на территорию Республики Абхазия. Сегодня будет не просто очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня будет спецвыпуск, посвященный памяти всем тем, кого не стало в этой войне. Мы считаем то, что подобные мероприятия, подобные форматы видео, новостные сводки должны быть постоянными, так как общество не должно забывать о тех событиях, и всегда нужен правильный посыл. Точные факты, что мы постараемся сегодня предоставить вам. Для этого мы сегодня пригласили к нам в гости человека, который, наверное, не нуждается в представлении. Сергей Миронович Шамба был лидером Абхазского народного форума Аэтгора, принимал активное участие в обороне Абхазии. На протяжении всей истории послевоенной активно принимал участие в общественно-политической жизни. Историк, политик. Сергей Миронович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо вам, что пришли сегодня. Для нас очень важно поднимать эти темы и поднимать их правильно. Не просто на бытовом уровне, а с научным и фактическим подходом. Когда говорят не просто какие-то политики, которые где-то что-то услышали и рассказывают, а люди очевидцы, люди, которые сами принимали участие в этих событиях. Вы один из немногих, кто остался с нами, из таких людей, который может правду рассказать, что и как было. Начиная наш вообще разговор, хочется начать с самого начала, с вашего детства. Какое у вас детство было? Ну, детство было, оно все-таки счастливым было. Несмотря на то, что таких комфортных условиях, как сейчас есть у молодежи, у нас не было тогда, в то время. Но все-таки у нас были хорошие друзья, хорошая атмосфера. И самые хорошие воспоминания, конечно, об этих годах у меня остались. Но все-таки, чем взрослее мы становились, тем больше как-то понимали о том, что происходит в стране. Потому что у меня как-то и мой отец, он был прокурором республики, и его, собственно говоря, сняли с работы за его выступление по поводу событий, где он осуждал сталинско-бериевскую политику в отношении и дискриминации Абхазии. Вот. Потом брат у меня был тоже такой патриотично настроенный, он старше меня был на 13 лет, я от него много слышал, вот события 68-го года, которые происходили. Мы школьниками бегали тогда в филармонию, где народ собрался. Потом я у брата все время спрашивал, а что происходит, почему это. И все это накапливалось, конечно. Потом, когда я после армии начал работать в Абхазском институте языка и литературы, я, конечно, оказался вообще в штабе национально-освободительного движения. И там, конечно, уже стал одним из таких
активных деятелей вот этого нашего движения. И впервые в 76 году у нас был большой такой митинг в селе Пакваш, где вот в первый раз я уже участвовал открыто в этих мероприятиях, и оттуда вот потом участвовал в подписании письма, которое мы написали в ЦК КПСС о том ущемлении прав абхазского народа, как мы считали. И так вот дальше, больше. Потом со Станиславом Лакобом мы готовили Лыхнинское обращение известное. Потом я участвовал в такой команде, которые повезли это обращение в Москву. Мы раздавали его в разные органы, как известно. Вот так вот я шел к тому, что в конце концов был избран лидером этого национально-освободительного движения. И оттуда вот такая уже активная, не общественная, уже политическая деятельность началась, когда мы создали очень солидную организацию по тем советским масштабам. Наши представители ездили по всему Советскому Союзу. Я уже не говорю про Северный Кавказ, где мы подняли вообще такую волну и создали Конфедерацию народов Кавказа. Это по нашей инициативе было создано. Мы еще и собрали представителей разных народов на уровне депутатов различных уровней в Москве. К нам в Абхазию приезжали из разных, из Прибалтики, даже из Мигрелии приезжали люди поделиться опытом политической вот этой нашей деятельности, потому что такую мы выстроили эффективную политическую организацию. 2 газеты издавалось. Наши газеты отправляли на съезд народных депутатов, они там и расхватывали ее. И мы активно участвовали в том, чтобы выдвинуть самых лучших представителей нашей нации на съезд народных депутатов СССР. И там впервые выступил Владислав Арзенбай, и вот это оттуда началась его политическая вообще такая слава, потому что он-то был из академических кругов. И, кстати говоря, я был одним из тех, которые вот боролись за то, чтобы вернуть его в Абхазию, призвать его в качестве директора Института абхазского языка и литературы, после того, как скончался видный такой наш ученый, директор Абхазского института Дзизаря Георгий Алексеевич. Вот так это все происходило. Да, вот вы столько свободы рассказываете, прям. А для многих, мне кажется, будет удивление вообще Советский Союз и такая вольность, организации создавали, боролись. А было ли какое-то сопротивление? Ну, конечно, и сопротивление было, и покушения были, и представлены за нами были, за каждым шагом нашим следили, постоянно за нами машины следовали. Все это было, конечно. Что вами двигало, помимо патриотических каких-то чувств? Было ли что-то, вдохновлялись вы кем-то? Ну, знаете, ведь не одно поколение нашего народа все-таки боролись за свои права. И эта борьба разные формы приобретала. Это еще и в царское время было, в составе империи, когда были, и в советское время, собственно говоря, абхазский народ был единственным, который постоянно, так перманентно поднимал вопросы политического характера. Ведь в Советском Союзе вообще такого не было примера. Вот. Единственное было массовое выступление в Тбилиси, когда вынесли там из мавзолея, когда осудили культ личности Сталина. Вот, защиту Сталина в Грузии проходили митинги. Да. Ну, тогда даже кровопролитие там произошло. Вот. И у нас это было, и когда наша интеллигенция в форме обращений, писем высшие органы Советского Союза писали о нарушении прав абхазского народа. Потом, после сталинское время, это уже выливалось в массовые выступления, которые практически через каждые 10 лет возникали. Так что это было не на пустом месте создано наше, так сказать, движение национальное. Оно передавалось с поколения в поколение. И мы были продолжательными. Как вы видите? Мы, уже используя новое время, да, вот это, которое Горбачевское время, это эпоха гласности и так далее, больше вольности стало. Тогда суверенитеты там провозглашали по всему Советскому Союзу, и мы тогда уже Айдглера мы инициировали принятие суверенитета Абхазии Верховным Советом
Абхазской АССР, где было 65 депутатов, из них большинство подавляющее было не абхазцы вообще. И мы смогли сделать так, чтобы большинство проголосовало за суверенитет Абхазии. Настолько авторитет нашей организации был высок уже в Советском Союзе. Известно было, что наших представителей пригласили на разработку нового союзного договора. Тогда было принято решение обновить договор союзный. И в Новоогарево создали такую команду из разных квалифицированных юристов, которые работали над этим договором. И подготовили союзный договор, кстати говоря. И в этом участвовали два наших представителя. Мой заместитель по Айтглара Зураб Ачба, юрист, и кандидат тоже юридических наук Вахтан Кецба. Они вдвоем участвовали в этом процессе. Был создан такой договор. Он не вступил в силу, потому что ГКЧП тогда случилось. И все это принял уже Никому он не нужен. Другой характер. Уже не нужен был, уже пошел распад, который... Кстати говоря, новая конституция была принята. Конституция СССР было право выхода союзной республики из СССР. Но порядок выхода не был расписан. И вот тогда был принят закон, который определял порядок выхода из СССР. Это, по-моему, в 90-м году был принят. Вот. И там говорилось о том, что если союзная республика выходит из СССР, то автономная республика самостоятельно решает, выходите или не выходите из СССР. Поэтому, когда уже, игнорируя советские законы, Грузия провела референдум о выходе из СССР, Абхазия не участвовала в этом референдуме. А Абхазия участвовала в референдуме за сохранение СССР. Так что Грузия вышла из СССР, мы никуда не выходили. И когда распался СССР, мы оказались ни там, ни там. Так что, то есть, нас сепаратистами даже и назвать нельзя, потому что мы как раз... Все само собой произошло. Да, Грузия была сепаратистом. Сергей Миронович, вот вы говорили о таком молодом своем возрасте, о своих сверстниках, то, что все вокруг же вас в основном были молодые в те годы, которые активничали, участвовали в Айтгора и в других организациях. Прослеживаете ли вы аналогию сегодняшнюю молодежь Абхазии? Да, она разная, да, много есть сегодня, так получилось, мы врага не имеем общего и между собой ругаемся часто, но не прослеживаете ли вы то, что у нас реально по сравнению с молодежью, вот я на многие международные форумы езжу, я встречаю там таких же ребят, которых также от страны отбирают, тоже не самых худших, отправляют, но я вижу в наших ребятах очень много энергии. Мне кажется, это связано с тем, что нас мало, и мы вот вынуждены как бы всегда бороться. Вы не прослеживаете вот эту аналогию? Ну, во-первых, этот дух такой, он присущ нации. Ведь у нас, честно говоря, в национальном нашем характере вечный протест. Это было и положительным, и отрицательным, так сказать, имело последствия. Я как-то вот мы проводили там собрание с активом нашим, со всей республики, приехали в Айтглара и начали критиковать работу Айтглара. Обиделся мой заместитель, один вышел, другой, Игорь Марухба, там, Ачба вышел, а я один остался. И когда я закончил, возвращаюсь в кабинет, они говорят, как ты мог это выслушивать, говорит, мы тут чуть ли не за народ там убиваемся, а нас критикуют. Я говорю, слушай, если у вас не был бы такой народ, у нас не был бы такой народ, то вы не нужны были здесь вообще. В этом, конечно, есть и сила, и наши исторические проблемы тоже были всегда связаны с этим. Вот тот период, о котором мы говорим, вот тогда мы сумели такую идею, которая сплотила нацию, такую самую креативную часть нашего общества сплотила. И потом эти наши связи, которые мы осуществляли на Северном Кавказе, на юге России, вот эта поддержка, которая была, ну, так получилось, что Айтглар такой авторитет заимела, который превышала даже авторитет Компартии тогда. Вот. И эта вот сплоченность, она и помогла победить. После войны из вот этого Айтглара уже отпочковались разные политические, потому что люди, которые в нем были, вот руководящих органов, они уже чувствовали политический такой вес свой и начали создавать какие-то свои уже
Сейчас такого единства нету. В этом наша, конечно, проблема. Я за то, чтобы всегда было за то, чтобы был плюрализм, там, мнений, чтобы были разные мнения, чтобы была такая дискуссия в обществе на злободневные темы. Но мы не должны переходить грани определенные, потому что наша разобщенность и то, что сейчас происходит, и как это развивалось, оно могло привести к большим бедам для нашего народа, когда, понимаете, особенно для такой маленькой нации, как наша, раскол, он чреват большими проблемами. Он и для больших, а как исчезали нации, которых сегодня нету вообще на карте мира, вот так они исчезали из-за внутренних распри, подвергались внешним угрозам и внутренним. Сергей Миронович, мы вот поговорили о вашей молодости, об активной общественно-политической деятельности. И все-таки теперь хочется перейти вот конкретно к нашему спецвыпуску. И вас тоже поставлю в курс дела. Идея такова, то, что когда-то вот я увлекался конфликтологией и наткнулся на такую методику решения конфликтов. Когда вот представим листик, на нем записываются две стороны конфликта, и снизу каждое событие в хронологическом порядке, оно характеризуется, дается характеристика, что это было, почему, как, отношения. И чем ближе вот эти характеристики у двух сторон, тем ближе решение этого конфликта. И мне всегда вот это интересовало вообще, потому что часто встречаю то, что для меня, допустим, для человека, выросшего в абхазском обществе, каждая дата имеет свое определенное значение. Я убежден в том, как это было, но зачастую, когда общаешься с нашими оппонентами или общаешься просто с людьми из других стран, которые ознакомлены с той стороны с информацией, появляется расхождение в этих событиях, в отношении к этим событиям. И поэтому в этом выпуске сегодня хочется пройтись по основным таким этапам и постараться с нашей точки зрения рассказать, как это было, постараться предоставить факты. Сергей Миронович, вы помните события 15 и 16 июля 1989 года? Да, конечно, помню, еще как. Можете рассказать об этих событиях? Что это вообще было такое? Конфронтация тогда вот такого уже накала достигла, и поводом послужило, уже последней каплей было это разделение университета нашего. И в тот день, когда грузинская часть этого университета хотела проводить приемные экзамены в отколовшуюся часть университета, там собрался народ с одной стороны, с другой стороны. Можете уточнить? Разделился университет в каком смысле? Был вот Абхазский государственный университет? Был Абхазский государственный университет. Грузинская часть этого университета решила отделиться, потому что вот та конфронтация, которая в обществе была, она, естественно, и в университет тоже перешла. И среди преподавателей, и среди студентов тоже такие конфликтные ситуации были. И грузинской части не нравилось, что университет называется Абхазским государственным университетом. Считали, что такого прецедента нет. Он должен называться Сухумским, как и другие, как Тбилисский, там университет Московский и так далее. Вот. И на этой почве вот произошло такое. Ну, они, собственно говоря, имели, конечно, меркантильные какие-то интересы, потому что, ну, скрывать не будем. У них был интерес в том, чтобы самим решать вопросы там финансовые. То есть вот здесь даже не политические. Ну, да. Ну, политика это был предлогом, конечно. И вот они отделились тогда, и в первой школе, тогда была грузинская школа, они вот отделение свое сделали, тогда и прием там хотели экзаменов провести. Вот. В это же время в парке, который сейчас Шинкуба называется, тогда собрался большой митинг грузинский. Вот. И в это время там проходил наш один активист, и он это сфотографировать решил. И когда он это сфотографировал, на него напали, избили. И этот слух дошел до тех, которые собрались перед этой школой первой, абхазцы. Они ринулись туда, и это произошла драка. А у меня
Это незадолго до этого было такое покушение, у меня до сих пор рука вот кривая. Вот, и я с перевязанной рукой был в гипсе. И мне позвонили, сказали, что вот такое происходит. Я примчался, и мы с Нодаром Чанба тогда побежали в этот парк, чтобы как-то... И старались людей как-то разводить. Ну, в общем, накаленная ситуация была. И вот этот день был тогда, когда нам пришлось уже... Грузинская часть населения начала собираться в том, чтобы расправиться. Из районов начали съезжаться. Тбилиси, как я знаю, приезжали. Из кадры на КАМАЗах едут. Это из Тбилиси. Из Тбилиси это потом было. Сначала с районов на машинах уже организованно это все было. Начали подвозить людей, а мы людей собрали на площади Ленина. Там поставили автобусы, машины, какой-то такой оборонительный, создали рубеж. Вот. Я помню тогда, кстати говоря, удивительное дело, транспорт не работал, а у меня мать слепая была. Мы жили в районе недалеко от, вот, где сейчас Министерство обороны дома. И она попросила соседку, и соседка ее привела на площадь, и мне говорят, тебя мать ищет. Ну, я удивился, я вышел, нашел ее в толпе, что такое? Она держит 2 полиэтиленовых пакета с пустыми бутылками. Я говорю, что это? Она слышала, кажется, что мы делаем коктейль Молотова, и принесла бутылки пустые, понимаешь? Вот какой настрой был в обществе. Это, в конце концов, закончилось тем, что эвакуировали потом людей, как катерами в Ачимчиру отправили, кого в Гудаут отправили, как-то рассосилась эта ситуация. А потом еще, значит, из Грузии большая масса людей шла, и там на реке Галицга их остановили, там, в общем, на мосту машину, там Хиба парень такой был, его потом, когда война началась, сразу убили грузины. Он на бензовозе работал, он бензовоз поставил на мосту и поджег. Ничего себе. Да, остановили там. Война могла начаться намного раньше. Ну, вот такие события происходили, да. Мы говорим о грузино-абхазском конфликте. Сегодня вот вначале хочется вот так сделать такое уточнение, разъяснить, в общем, ситуацию. Грузинская сторона зачастую сегодня во всем мире гласит о том, что разногласий и как такового конфликта между абхазами и грузинами не было. Жили якобы в мире, дружбе, любви, а ссылаются на якобы след Кремля во всех этих вопросах. Как вы считаете вообще, есть этому место и какую вы можете дать оценку этим вообще высказываниям? Вы знаете, после разоблачения культа личности ЦК Компартии Грузии само приняло постановление, в котором осуждало события, вот, связанные с ущемлением прав абхазского народа. Сами же они признали, что это было. Ссылаться на то, что кто-то использует, ну, кто-то всегда чего-то, что-то использует, но факт остается фактом, это же никуда не денешь, это просто не хочется даже повторять, настолько уже это, как школы закрывали, как топонимику меняли, как людей переселяли сюда, Абхаз-переселенстрой, ну, все это же было. Говоря об этом, понимаем то, что конфликт был, конфликт не в первый день образовался, не 14 августа, и наша же сторона все время пыталась предпринимала попытки решить эти вопросы, решить на политическом уровне, без каких-то конфликтов. Ну, были какие-то силы, которые со стороны Грузии вообще приветствовали это? Ну, вы знаете как, Гамсахурдия при всем его национализме, при всей ситуации, которую он создал, и он более осторожный был, чем потом последующие политики. Я объясню, почему это произошло. Он как-то прислал своего ближайшего соратника по фамилии Рцхеладзе, как сейчас помню, чтобы встретиться со мной. Но я не хотел один с ним встречаться, и я попросил Нодара Чанба, тогда нашего одного из активных деятелей Айтгылара. И мы в капелле, Нодар Чанба, руководитель капеллы был, у него в кабинете встретились с этими 2 представителями. И вот он тогда сказал, что Гамсахурдия прислал его
для того, чтобы обсудить с нами возможности создания федерации, типа Чехословакии, как они сказали. Ну, как она будет называться, абхазо-грузинская или грузино-абхазская, потом обсудим и так далее. Ну, мы разошлись на том, что хорошо, обсудим, подумаем. Правда, на этом и у нас она не воспринималась серьезно, и они больше это не повторяли тоже, эту тему. Когда началась война, сразу они приехали на переговоры в Гудауты. И хотели с Ардзем встретиться, Ардзем не захотел с ним встречаться, мне поручил, чтобы я с ним переговорил. Ну и вот я с ними тогда переговоры, они тоже какие-то типа остановить войну. Потом как-то у меня еще в начале самой войны с Каркарашвили было тоже разговор и так далее. Ну понятно, что они хотели, что сохранить целостность Грузии. Вот. Ну, если понимаете, мы до того, как началась война, Верховный Совет Абхазии обращение сделал к грузинской стороне, в котором мы предложили давайте искать новые цивилизованные формы взаимоотношений. И оно закончилось, мы надеемся, что протянутая наша рука не повиснет в воздухе. И вот в это время, как раз к этому времени, мой брат Тарас Шамба, он опубликовал договор об основах взаимоотношений между Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Этот проект был опубликован в газете «Бзып» перед войной. И вот мы в Верховном Совете должны были в этот день, 14 августа, принять этот проект. И вот в этот день как раз началась война. В марте 1990 года вы уже были избраны депутатом Верховного Совета Абхазии, правильно? Да. А уже 25 августа этого же года была принята декларация о государственном суверенитете Абхазии. Что это означало? Какие вообще были последствия после этого? Вот это же я вот как раз рассказывал о том, как это проводили этот референдум. Это был Верховный Совет Абхазской ССР, где 65 там депутатов тогда было. Вот. И ну, это тогда мы сумели повлиять на не абхазских депутатов, которые участвовали. Мы послали машину в Краснодар, потому что одна женщина-депутат армянской национальности, она уехала на свадьбу то ли своего сына или племянника, я не помню, в Краснодар, и у них должна была быть свадьба, и мы ее уговорили, мы послали туда машину, ее привезли на это заседание. Вот так собирали людей, и потом такая все-таки у нас с нашей стороны была эта пропаганда, что большинство людей проголосовали за суверенитет Абхазии тогда. Ну, что это, какое имело значение? Честно говоря, если меня спросить, я бы суверенитет Абхазии с этого времени бы отсчитывал бы, по провозглашению. Но это был период, когда в Советском Союзе такая волна пошла, и другие республики это принимали, поэтому некоторые депутаты и грузинские тоже проголосовали. Это, видимо, они понимали, что это такая тенденция сейчас, которая ничего по существу так особенно не меняет. Но это все одно за другим, оно за другим все вело к развалу Советского Союза в итоге, конечно, в итоге. 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии, основываясь на результатах своего референдума, Абхазия не принимала участие, правильно понимаю? Вот об этом я говорил. Да. Основываясь, приняла акт о восстановлении государственной независимости Грузии. Вот можно поподробнее, вот, что для нас это означало? Значит, перед этим событием были выборы в Верховный Совет Грузии. Верховный Совет Грузии тогда это провозгласил независимость и выбрал первого президента, тогда Гамсахурди. Они не всенародным голосованием выбирали. И вот звонит мне первый секретарь Абхазского обкома партии Хижба Владимир Филиппович. И говорит, что приехал Гумбаридзе, первый секретарь ЦК партии Грузии, и хочет со мной встретиться в обкоме партии. И просит, чтобы я пришел. Я говорю, что я туда не пойду, пускай сюда придет. В Айтглер имеется в виду. Айтглер тогда было там, где сейчас Институт гуманитарных исследований. Вот. Мы там сидели. Ну, второй раз он по-абхазски со мной разговаривает, ну, слушай, говорит, ну, Бхачаров, стыдно и так далее. Но то он же наш гость все-таки, я приходил. Я говорю, нет. Ну, в конечном итоге, чтобы какой-то компромиссный вариант идти, я договорюсь, что в Верховном Совете встретимся в кабинете у Кубахия Валерия Османовича. Там у нас рядом, через дорогу был. Я пришел, они приехали туда, буквально даже кабинет освободил, Валерий Османович свой кабинет, вышел в приемную, сидел там. Мы с ним разговаривали часа полтора с Гумбаридзе. Он уговаривал, чтобы мы приняли участие
Абхазию, чтобы приняло участие. Он уже не в обкоме партии об этом договаривался. Он пришел, он Власть приехал была с поэтому. Владимиром Филипповичем в Хижбу, и они сидели в приемной. А он разговаривал со мной, потому что они понимали, что ни обком партии никто не может это обеспечить, кроме нас, чтобы Абхазия участвовала в этом референдуме. Не в референдуме, а в выборах в Верховный Совет Грузии. Я категорически отказывался. Я даже помню слова, когда мы расставались, он говорит, ну мы все равно, говорит, выиграем. Компартия, типа. Я говорю, для нас лучше было бы, чтобы вы выиграли, потому что оппонентами их были гамсахурдисты. Я говорю, лучше, чтобы вы выиграли, но, к сожалению, я говорю, вы проиграете. Вот они проиграли выборы, и тут пришел к власти, и выбрали там президентом Гамсахурдия. И вот тогда они объявили о проведении референдума о выходе из СССР, хотя уже был закон о порядке выхода из СССР. Они, игнорируя это, они провели референдум свой, а за сохранение СССР проводился другой референдум в марте месяце. Вот, Абхазия не участвовала в грузинском референдуме, участвовала во всесоюзном референдуме. Это то, о чем я уже рассказывал. Да, и, кстати говоря, вот в этом всесоюзном референдуме абхазы проголосовали, ну, не абхазы, даже вся Абхазия, 85%, я вот недавно... Нет, не 85%. 8. За сохранение СССР, Сейчас. в референдуме за сохранение, мы еле-еле перешли 51%, потому что тогда большая часть населения была не абхазская. У нас было около 18%, даже чуть меньше. Но как еще, что нам еще помогло? То, что в Гальском районе отказались участвовать в абхазском референдуме, и поэтому они только нам на руку сыграли. Мы просто исключили их, и за исключением Гальского района мы набрали вот больше 51% голосов. Ну, просто тогда, понимаете, тогда и многие грузины, тем более других национальностей, люди все-таки боялись распада СССР, за СССР голосовали, да. Хотя людей запугивали, грузинские националисты, обстреливали из автоматов дома, армянам за гранаты во двор забрасывали. Вот, Гамсахурдия заявил, что кто примет участие в этом референдуме, не получит в Новой Грузии там земли. Ну, тем самым они хотели армян, так сказать, отпугнуть. Вот 6 января 1992 года уже был свергнут, получается, Гамсахурдия, власть захватил Шеварднадзе. А вы знаете, вот как тоже было. Утром сплю, и где-то в 6 часов утра ко мне приходит, такой был Алексей Ващенко. Он вообще в Агузерах жил, но в Москве уже долгое время находился, и где-то помощником у Бабурина, по-моему, был в Думе тогда. Он прибегает ко мне домой, будет меня, ты вот здесь спишь, а там, мол, ГКЧП. А мы приезжаем в Айтгалара, тут народ начал собираться, и все требуют от меня, чтобы я заявление делал в поддержку ГКЧП. Я говорю, подождите, не торопитесь, подождите, не торопитесь. И когда по телевизору начали показывать ГКЧПистов, я говорю, посмотрите, у них руки дрожат, я говорю, у Янаева. Они ничего не сделают. Нет, вот ты время теряешь, надо заявление сделать. А Гамсахурдия сделал заявление. Распустил сразу гвардию, которую он тогда создавал, понимаете? Перепугался этого ГКЧП тогда. Оторопился он. Да. Буквально в прошлом выпуске как раз-таки упоминали Шеварднадзе, его роль вообще во все эти события. Мне кажется, он человек, который очень сильно повлиял на все процессы, которые тогда происходили. И его отношение, то, как к нему относились на Западе, он белым голубем был, да, как-то его воспринимали символом демократии, там из-за этого такую поддержку оказало международное сообщество Грузии. Его фактор вы как оцениваете лично? Ну, я и его фактор, и фактор Горбачева отрицательно оцениваю, потому что, не потому что я считаю, что там Горбачев хотел навредить Советскому Союзу, но в такой сложной ситуации оказался человек во главе государства, не соответствующий вызовам времени, понимаете? И в том числе и Шеварднадзе оказался вот таким, собственно говоря, они способствовали развалу государства. Вот. Поэтому у меня к нему такое отношение. И я, честно говоря,
и не только я, мы ведь были, почему так бились за сохранение СССР? Я помню, американская журналистка, у нас очень много тогда журналистов западных приезжали, интервью брали, Вайтлер. Она меня спрашивает, скажите, а почему вы так защищаете памятники Ленина, когда грузины вот хотят сносить? Я говорю, вы знаете, если бы они защищали, то мы сносили. Вот вся разница в чем. Но мы на самом деле понимали, ведь, во-первых, был исторический опыт. Когда распалась Российская империя, тут же мы подверглись со стороны Грузии интервенции. И мы понимали, что распад Советского Союза лишает нас защиты той, которая обеспечивалась Конституцией СССР. И мы понимали, чем грозит. Тем более мы видели, какие, во-первых, уже и в Осетии произошли события кровавые и так далее. Мы понимали, чем это грозит. Поэтому мы и выступали за сохранение СССР. Я и сейчас думаю, что могло бы все по-другому сложиться, если бы тот... Сколько конфликтов произошло из-за развала? Конечно. Миллионы Вообще жизней. мы вот сейчас все-таки после того, как... Это же распалась международная система, которая сложилась после Второй мировой войны, Ялтинско-Потсдамская система. А всегда переустройство мировой системы, оно всегда чревато большими потрясениями и войнами. Всегда в истории, начиная с Вестфальской системы, которая возникла в 17 веке после 30-летней войны в Европе. Потом новая система возникла после наполеоновских войн, потом после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. 90-е годы после распада Советского Союза от биполярной к однополярной системе перешли. И сейчас, когда брошен вызов этой системе, идет борьба опять за переустройство мировой системы, вот, Россия является одним из лидеров этого, которая бросила вызов однополярному миру. Борьба идет за многополярность мировой системы. Вот, и это тоже мы видим, насколько ситуация может оказаться опасной. И если бы не было ядерного оружия, она уже могла перерасти в новую, более глобальную войну. Пока что это сдерживает ядерное оружие. Но где оно и когда, знаете, такое хрестоматийное уже стало правило, вспоминая от Первой мировой войны, говорят, что ее никто не хотел. Вот так получилось, что она свершилась. Вот. И кто знает, чем это обернется. У меня недавно, год назад, наверное, уже брали интервью французское телевидение. И они, когда вот закончили, я им говорю, я вижу ваш настрой, я говорю, вы антироссийский. Я говорю, ну вы лучше молитесь Богу, чтобы Россия не проиграла. И он говорит, да, говорит, Макрон тоже так думает. Мы подходим к началу войны, и, переходя к этому, хотелось бы для наших зрителей зачитать такую официальную информацию об этническом составе Республики Абхазия перед войной. Мне кажется, это будет очень важно. Это не абхазская версия и не грузинская, то есть, чтобы люди понимали достоверность данной информации. Это официальная информация СССР. Каждый из вас может проверить ее, она в свободном доступе в интернете. Согласно всесоюзной переписи 1989 года, население Абхазии составляло 525 тысяч человек. Из них грузины 239 тысяч, абхазы 93 тысячи, то есть 17%. Грузины по отношению к абхазам 45%, армяне 76 тысяч человек, русские 74 тысячи человек, греки 14 тысяч, и такая была позиция, другие это 25 тысяч человек. Это очень серьезный факт вообще грузинской пропаганды, с которой мы сегодня сталкиваемся. Буквально недавно Грузия в ООН представила резолюцию о так называемых беженцах, где Грузия указывает чуть ли не 300 тысяч беженцев. Однако мы можем наблюдать то, что за 3 года до этого в Абхазии проживало почти на 50 тысяч меньше грузин. С учетом того, что очень много грузин было на стороне Абхазии, очень много грузин воевало с нами вместе,
Очень много грузин... Живет в Гальском районе. Да, это на год данный момент в Абхазии. до 80 тысяч грузин было возвращено, правильно? После военный период. Многие вернулись, и многие Да. живут в других регионах тоже Абхазии. Да, то есть эти процессы, они сложные, и часто люди сталкиваются с дезинформацией. Мы же призываем смотреть на факты. Вообще удивительно, как так с каждым годом. В этом году 106 стран, по-моему, поддержало их резолюцию. И с каждым годом все больше стран поддерживает. Очень удивительно, как на таком высоком уровне люди просто не могут взять архивные документы и понять, что это Да вообще никому это дезинформация. не нужно. Если бы это имело бы такое значение, в первую очередь говорили бы о геноциде армянского населения, которого изгнали из Карабаха. Почему там ничего не говорят? Это, как сейчас А принято почему не говорить, говорят об это уже этническом? другое. Почему не говорят об этнических чистках в Карабахе и так далее? Да. Здесь же тоже бы не выгоняли, они тоже отступили, ушли из грузинской армии, когда уходила. Они же сами сегодня описывают, как есть даже художественное произведение о том, как через перевалы Абхазии, хотя никто их так не изгонял, но они понимали всю меру ответственности, о том, как они поддерживали грузинские войска, как землю целовали, говорили, что не миться наша земля и так далее, цветами встречали танк, как они митинги собирали, мы не пустим назад абхазов, когда перемирие было после Сучинского. Все это они понимали прекрасно, поэтому многие поэтому и покинули. Ну, в Карабахе... Это по их политический выбор был. Да, но почему про Карабах никто ничего не говорит? Это вот это политизированный Конъюнктурный вопрос. такой вопрос. Понятное дело, что это непростое, конечно, такая миграция. Ну, можем считать, что это внутренняя миграция. Они же считают, что они на свою родину вернулись, историческую. Да, вернулись на Их и историческую. переселяли тоже так же. Мы знаем, как переселяли. Это трагедия большая, кто говорит? Я поэтому и говорю, что вот сам распад Советского Союза и все, что это преследовало, это большая трагедия для людей, кровопролитие. Все это произошло, но не по нашей вине. Да. Мы как раз были, еще раз подчеркиваю, одни из тех, которые были против этих процессов, против распада.